Здесь же, в сельском поселении Барсуки, состоялся сход граждан, в котором принял участие глава Ингушетии. Юнусбек Евкуров пообщался с местными жителями, ответил на все интересующие их вопросы. Встреча продлилась несколько часов. О том, какие вопросы поднимались на сходе и когда они найдут свое решение, в репортаже Светланы Томовой. Больше 100 человек сегодня собралось на сходе граждан с участием главы Ингушетии. Здесь старейшины, местные депутаты, общественные деятели и просто неравнодушные жители сельского поселения Барсуки. В начале встречи Юнусбек Евкуров предложил обсудить вопросы развития села, а личные просьбы, если таковые имеются, попросил передать его помощникам. Глава региона подчеркнул, что всегда готов к открытому общению со всеми жителями республики. Все, что власть делает, это не говорит о том, что вы нам обязаны. Власть делает то, что обязана перед вами. И то делать не все, что должно быть. Поэтому здесь говорить о том, что мы вам построили садики, школы, а вы нам теперь благодарите нас, это неправильно. Это наша обязанность. А ваша обязанность максимально учить детей, воспитывать детей, и делать все, чтобы содержать то, что мы строим, держать в чистоте свое село, согласие, мир, ну и так далее. Первый вопрос из зала о необходимости пастбища для скота. По словам местного жителя, поле, куда раньше сельчане выгоняли свой скот, теперь занято частниками. Мужчина попросил главу решить возникшую проблему, закрепив за селом участок земли, который можно будет беспрепятственно использовать для выпаса скота. Он имеет закрепить просто делано. Во-первых, я это узнавал, это даже не подвластно, даже место администрации. А за по этим пастбищам Исрапал Фахаен. Уже как минимум Сашидиан, по всем селам председатель парламента, все земли, земля отводит под пастбище, хавати, лятажды. Во-первых, федеральный армия ханихида уж лятды. По закону никто не имеет права ничего строить. Но без кеатры дадан согласия, опять же, хун хетяр дуси, что депутаты же юртда в общественном совете. Что с хаголби, а уж из бол хабыц уашиш. Все фудизя, ахоша. Что дикар маладер, я же баргиш хаголби, ханяк фаях. Сагер ходил, через неделю мы придем. Хогол жоп дал. Ханилят качат, мучак качат, фудовой углята, муча додерян. Такой бол хабиб без ваших. Также местные жители обратились к главе Ингушетии с просьбой не убирать мини-футбольное поле для детей у федеральной трассы. Юнусбек Евкуров отметил, что такое решение было принято из-за неудобного расположения. Поле лежит вблизи опасного участка дороги, и чтобы на него попасть, нужно перейти скоростную трассу, что совсем небезопасно для детей и подростков. Более 30 тысяч машин отъехало няка. Хамалва газа, хамачич. Заниматься дербиш, читатютис. Это азиар. А шаг лучше андерс. А диакон мы его ажиарчим. Затем речь зашла об улице Картоева, жители которой посетовали на то, что водители маршрутных автобусов на Назрань-Барсуки отказываются ездить по разбитой дороге. В таком состоянии дорожное полотно находится уже несколько лет. По нему же вынуждены ходить в школу и обратно местные детишки, поскольку тротуара здесь нет и не было. Протяженность улицы Картоева почти 1,5 километра. Всем селом мы просим, чтобы нам отремонтировали эту дорогу по улице Картоева и связали его с улицей Газдиева. Улица Муружева там проходит, и этот автобус может свободно, круговое движение, аккуратно выехать, забрать всех людей и отвезти на Назрань. Очень мы просим, вот люди все просят. Водитель автобуса, который говорит, я туда поеду, туда не поеду, сразу Балхарчева вез. Хозняк больше скорость вывез 60 км в час или там сколько. Нек мубали, шорти вывез. Но он не имеет права нек мубали аж дацвок, конечно, поэтому не водитель определяет маршрут, а водитель определяет маршрут. А когда вы живете, вот общество для этого, юрта вы для этого. Ингуш автотранс хавелопус, сход должен ахавел. Почему? То есть вопрос решать на раз-два. Что, конечно, мало водителей, вы
Царката хули жему кванарда арбиан да надо больше амхошби. Дорога превратилась в полосу препятствия. Яма на яме там. Там недавно мы сделали воду и вообще его разбили. Вот. Я понимаю. Вот сейчас мы посмотрим, ну, а вы или асфальт, или грунтовую дорогу. Вот это тоже решаемый вопрос. Рассказали на сходе и про местный мост, который представляет опасность. По словам местных жителей, он слишком узкий и не дает возможность разъехаться нескольким машинам сразу. Вынос из Плиева на федеральную дорогу. Из Плиева на федеральную дорогу Лазиква тоже оттуда выезд делать, тоже там мост, тоже предусмотрите эту всю программу, заложите и посмотрите, что можно там делать. Помимо просьб, местные жители выразили благодарность Юнузбеку Евкурову за все изменения, которые произошли и происходят не только в их селе, но и в республике. В завершении встречи глава республики ответил на ряд вопросов, касающихся развития сельского поселения, которые поступили к нему в письменном виде. Детский сад, когда будет построен, ну уже все, Далендли, вот уже за капсулу заложили, в воскресенье начинают и к концу года Далендли Чакагишан. Строительство школы в районе новостроек. Здесь я пока ничего не скажу, поэтому еще раз говорю, по радиусу нахождения школ, по местам, по количеству, и вот так мы школы строим. Потому что точно пока не планируется, но нам надо другие села, где на остров нуждаются, вот это закрыть. Но дальше надо посмотреть, где там как. Будет ли проводиться работа по линии Минсельхоза по программе устойчивого развития сельских поселений? Только что сказал. Эту работу надо продолжить, в том числе и берегоукрепительные работы, в том числе и ФАП, и Дом культуры. ФАП мы строим по линии Минсельхоза. И вот тоже говорил, по мостам провести работу. Ну и, конечно, вот та поддержка специалистам на селе, которая должна быть, тоже поработать здесь, она будет продолжаться работать. За 2 часа общения жителей села с главой Ингушетии были заданы несколько десятков вопросов. На подобных встречах, как подчеркивает Юнузбек Евкуров, важно каждое мнение. Ведь это означает, что жители болеют душой за развитие своего сельского поселения. Светлана Томова, Рахман Цуров. Новости 24.